Итак, напоминаю, что собрание состоялось вчера. В нем участвовали ветераны национального движения крымских татар и ряд крымско-татарских общественных организаций. Вот так они все это подписали, то есть 11 ветеранов и 4 организации. Плюс в дальнейшем, в конце конференции, мы скажем, что это обращение будет открыто для подписания всеми другими организациями. Итак, текст. Обращение ветеранов национального движения крымских татар и крымско-татарской общественности. Крымские татары против Хизбут Тахрир. 12 ноября 2014 года, город Симферополь. Соотечественники, сограждане. Стратегическая цель врагов нашего народа – не допустить восстановления прав и статуса крымско-татарского народа на родине в Крыму. Частью этой стратегии и одним из инструментов ее реализации является деятельность так называемой партии Хизбут Тахрир. Активисты этой закрытой тоталитарной секты, используя самые современные технологии зомбирования и вербовки, раскидывают свои сети по всему Крыму. В качестве основной мишени они избрали самую активную и самую уязвимую часть народа – нашу молодежь. Используя энергию молодых, их тягу к религии своих предков, горячее стремление изменить к лучшему свою жизнь и жизнь своего народа, резиденты Хизбут Тахрир, прикрываясь чистым именем ислама, смогли обманным путем вовлечь в ряды своей секты немало молодых людей. Сегодня все они оказались исключенными из активной части народа, став послушными исполнителями чужой воли. Их заставили нарушать наши вековые традиции. Их заставили забыть о родине. Их заставили забыть о своем народе. Их заставили забыть, что они крымские татары. Их заставили забыть о своем долге участвовать в борьбе за восстановление прав своего народа. Некоторых из них заставили забыть даже о своих семьях. И сегодня они воюют в Сирии и гибнут на чужой земле за чуждые идеи и чужие интересы. На своих последних сборах в Крыму, в присутствии своих зарубежных кураторов, местные деятели этой секты заявили, что именно Хизбут Тахрир отвечает за мусульман и ислам в Крыму. Эти заявления представляют Крым рассадником идеологии Хизбут Тахрир, а всех крымских татар – соучастниками этой антиисламской секты. И это было широко растиражировано в СМИ. Хизбут Тахрир в Крыму выполняет несколько заданий. Первое. Создание в мире негативного имиджа Крыма как территории нестабильности и радикализма с целью снижения инвестиционной привлекательности Крыма, его экономической изоляции для исключения полуострова из перечня безопасных и перспективных для развития международного сотрудничества регионов. Второе. Не допустить получения крымскими татарами материальной помощи от мусульманских и других государств и народов. Третье. Создание в Крыму и Украине негативного образа ислама и мусульман, большая часть которых в Крыму представлена крымскими татарами. Четвертое. Организация раскола и разделения нашего народа на правильных и неправильных мусульман, насаждение в среде крымских татар фанатизма и нетерпимости к чужому инакомыслию. Пятое. Создание в Крыму пятой колонны как инструмента внешнего вмешательства и влияния для организации в Крыму и Украине различного рода диверсий, в том числе и социальных, и ведения разрушительной деятельности под вывеской ислама. Шестое. Отвлечение активной части народа и особенно молодежи от насущных вопросов развития и возрождения нации на своей исторической родине, их увлечение иллюзорными идеями строительства мирового халифата. Седьмое. Запрещение крымским татарам избираться, быть избранными и работать на благо народа в государственных органах власти и местного самоуправления. Хизбут Тахрир своей деятельностью наносит сильнейший ущерб становлению крымско-татарского народа на своей родине, вредит мусульманам и исламу как религии. У крымских татар нет и не может быть ничего общего с целями и планами Хизбут Тахрир, в том числе и по дестабилизации полуострова и организации на его территории вооруженного конфликта. Идеи и принципы национального движения крымских татар не имеют ничего общего с тоталитарной идеологией и разрушительной деятельностью Хизбут Тахрир. Ислам, испокон веков исповедуемый крымскими татарами, не имеет ничего общего с идеологией псевдоисламской секты Хизбут Тахрир. Хизбут Тахрир – это чуждая нашей нации и исламу секта, не имеющая ни полномочий, ни права делать какие-либо заявления от имени крымских татар, от имени мусульман Крыма, от имени религии ислам. Все их слова и действия – это слепое и беспрекословное выполнение приказов и директив их зарубежного центра. Деятельность Хизбут Тахрир направлена на раскол нашего народа, на отказ нации от борьбы за свои права, на ассимиляцию крымско-татарского народа, на уничтожение всех позитивных достижений крымских татар в независимой Украине. Мы,
ветераны национального движения крымских татар и представители крымско-татарской общественности решительно осуждаем смертельно опасную для нашего народа деятельность Хизб ут-Тахрир. Мы призываем соотечественников всеми силами защищать нашу молодежь, разъясняя в семьях и мечетях вред и опасность, который Хизб ут-Тахрир несет нашему народу и исламу в целом. Мы категорически отвергаем претензии Хизб ут-Тахрир на ее решающую роль в развитии нашего народа и ислама в Крыму. 11 ветеранов национального движения, общественная организация Мелиферка, общественная организация Сибат, Крымская республиканская организация партии Объединенные левые селяне, общественная организация Крымская центр инициатива. Вот такое обращение было принято на вчерашнем собрании.